Шухаш хакла радио итлегене мерземер. Паян иге бинде ширин вишеме шулхи, раштавое хень вун вишемеше, Таллин чувашлагалашать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 13 декабря 2023 года. Таллин говорит по-чувашски. Хакла тузы мерземер. Ендеше мерземер, чуваш культурибе кузаклаган неземер. Вогот шул вишнеле васкать. Сире чаетле клармба палаштараган саман читра. Тав сире пире тимлеме вогот тупнажень. Шак кларма ебер чуваш культурибе ела эркибе малала палаштарат бар. Юба уехень вор кларменче ебер сире смахпанача. Чуваш пулдарулла хибе шихынны тәлмеле халық төмен тәнжине уж сапарап бар. Тесе шандарнычы. Шаунбада баян тумдир берге малалагалы жатпар. Әліхи кәве семедех ахальчухнехи бегех янрадех. Дорогие радиослушатели, друзья чувашской культуры, заканчивая октябрьскую передачу, мы пообещали продолжить открывать вам полной народной философии удивительный мир национальной одежды, который украшается неповторимой вышивкой. Каждый стежок полон тайного смысла, который каждая мастерица получала от своих предков и вышивала их полное вдохновение, чтобы написать уже свои удивительные письмена орнаментов. Каждая девушка начинала свой неповторимый путь мастерицы с самого детства, шаг за шагом постигала секреты стежков и в результате использовала в своих работах не менее 40 различных приемов, благодаря чему одежда, посвященному, открывала сказочный мир и могла рассказать об обладателе одежды многое. Конечно, традиционно прозвучат и чувашские мелодии. А на три чувашсем меневалдан бах шура бирден шелене кибедығын зажюрене. Унын каштны пайне пуян тәрізімбе ерешлене, уйрамах вара когорумне тәплендірлене, кәске тәрлі ерешсімбе илемленне. Ашмарин шапла жерзағы варна. Бада чвашсем калана дырық, кәске жинжи үгерчіксем пурныш параган хевелесін лана. Тәрізем пуянлығы херарым чваш оравне тосма хадыр бұлны негдартна. Бұл шавын бегей когыр сықлап жибекте бұлна, она чачыкарды дедене. Херарым түмінже кирлі пайызенчен пәрі саппун. Бұл чын малдан илемлі кебене варласыран сықланы. Малдан ішпе жығынныскер, ябала кайырақ, уяв дүмін пайне шаврынны. Херарым пүшне сурбан зырна, унғышын пүша хуш пудығынны. Көгірі жінжи май шакки бұлна хулбуши урлывара теве чакна. А на третьего сен сурбаня туризенчен вырымрақ, иге метр жура, евиже метр тұрышы даран бұлна. Хушпу тыррине шаврагадуна нигісне темеже сейлін пирден етирден шілене. Тыррине вәді шыршасембе реден шыршалана. Унғышын кемел нұхратсем, херрибе вага денгесем шілене. Аялды байне шултрара хукшазембе илемлетне. Хушпу хыжынде ворам хюре жиреплетне. Он жинде шыршасем, тенгесем, хаюсем болна. Ваттезем калана дырық, вол херармын тачка живетне куш үгесренде сыхлана. Мұнды қырмыш өмірде три чавашсем хойзенки безене, тәрлі тәслі уладжаран шелеме бұшланы. Вадазембе шамрықсем хушынде, хир жудухна, ваттезем әліхи ела дырық шелене шуры тумба жүреттерешін бұлна. Тебрезем вара шамрықсем, улажа тумжын тубышны. Ларақ чухне улажа кебе тваткал эрешлі бұлна. Аргавешне лавкара судаган пир авар хойене, пызык тәрізембе илемлетне. Кебене беліктіленде пишехи-жихна. Костюм низовых чувашей сложен. Платье украшено оборками, иногда и в 3 ряда. Фартук состоит практически из одного красного. На юго-востоке широко распространены разных цветов фартуки. Часто они понизу вышиты цветочным орнаментом. Внизу же обязательно украшены кружевами ручной вязки. Фартук в комплекте национальной одежды берет на себя организацию чистого пространства. Существуют чувашские женские платья, орнамент которых выполнен в технике аппликации. Домотканное платье из пестряди темного колорита возникло сравнительно недавно, в конце XIX века, и из утилитарных соображений. Оно использовалось в повседневности как менее
маркая. В подобных платьях даже стали выходить на полевые работы и в праздники, хотя его колорит явно не соответствовал понятию «сакральная чистота». В старину, в период цветения ржи, синьже, запрещалось носить сакрально нечистые наряды. За платье из пестряди, носимое в это время, могли наказать обладателя одежды, выливая на него до 40 ведер ключевой воды. К XIX веку обилие серебряной монеты повлияло на их более активное применение в украшениях. Серебряные маниста в одеждах чувашек по преданиям могли достигать пудового веса. Женская рубаха кебе дублируется в чувашских космогонических представлениях как защищающий народ и страну силой божества кебе. Сасаниды называли мужские халаты каба и одаривали ими своих правителей. На низовую группу чувашей, соседствующих с татарами, влияние последних выражается в применении тамбурного орнамента на передниках и полотенцах, сурбанах, а также использование ниток, выкрашенных анилиновыми красителями ультрамаринового, лимонно-желтого, изумрудного оттенков. Ай-яй-яй, кукукне, чича морда то лежит, ай-яй-яй, туниже. Тавада божах таване, тавада божах таване, ай-яй-яй, таване. Изе плесе ченнежен, ай-яй-яй, ченнежен. Изе плесе ченнежен, ай-яй-яй, ченнежен. Тумдере
Шуха е майшихи кабарладать. Вăл тенгесенчен тырать. Она кагырумне шагаща, хушыран шуха шинче вәді шыршаба илемлетне вырынсене де тіл булмавлать. Кабырдума хыйне евер сын кердеген пай вара тевет. Она сулахай хулбушы урлы шагаща. Кунда шыржаллы вырынсем, нумай укшаба илемлетне ретсем де бор. Пуян тевет пур херармында булман. Шак кабырлыха тузенче ытларақ тұғынны. Тада кебір кабыр тумын шутсыр пілдерішлі пай вара пижихе. Вол темеже де булма булдарна. Пәжікке хераджазен тумне эреш тербе кабырлатны булзан да тепшугыжа унын анзат полна. Одним из древнейших видов оберега чувашей, как мужчин, так и женщин, является нашейно-наплечное украшение щуга. Например, в Древнем Египте аналогичное украшение являлось защитным амулетом и иероглифом усекс. Определенное своеобразие и красоту национальному костюму придавало наплечное украшение тевет. Его носили через левое плечо, украшали рядами монет, бусинами и ракушками каури. Богато выполненный тевет был не у каждой женщины. Носилось такое украшение чаще всего во время праздников, в основном на свадебные торжества. Пояс, вытканный орнаментом пахотной земли, символизировал собой землю, и часть национальной одежды также его ассоциировала с подземным миром. Женщины на поясе носили украшения сара, украшенные вышивкой, находящиеся по бокам или сзади ниже пояса, которые символизировали собой два подземных солнца, либо мировое дерево. Считалось, что пояс – оберег, очерчивающий человека от агрессивной внешней среды. И в этом плане наибольшую семантическую нагрузку выполняет пряжка. Также и одеяние человека является защитой, где уязвимые места, швы, закрывались красной тесьмой. Красный же цвет – символ жизни, культово-чистый цвет. Нагрудная часть женской рубахи украшалась орнаментом, выполненным в виде кистей рук – кеске. Спина одежды украшалась знаками, символизирующими связь земли и неба. На рукаве мужского халата шубар в виде шеврона вышивался знак границы миров. На плечах обычно изображались символы неба. На головных уборах солнце, звезды. Праздничная одежда маленькой девочки нарядна, но проста. Декор – это несложный узор или готовая тесьма, которой оторочена по подолу. Несложное украшение из тесьмы и бус украшает детскую головку. Девочка постарше носит украшение сара, вышитое несколько нашивными плуриалистическими символами. Ворот рубашки мальчика-подростка обычно украшается однотонным орнаментом. Паллах халық туменче теп вырында кебедырать. Унан ережінче чыважын теп тізізем үгерне. Херля, хура, сара, симес, кывак. Тірізенче чывашсем чавалхи шируллахен руна шировен саспаллезене буланы. Теп вырында пурна шиващи булна. Пергенжеге хер туя хадырлене чухне, тәрля шухе пирденжелене. Она херображ туйтырышыбех убышкин килне килеченех хывман. Хер бушенчи тухя шаршиннин калбакняза элдерет. Она йылдырка шыршазембе, кемелтенгезембе, нухратсембе, хальхевы гытра узы гурман укшазембе илемледеща. Укшизене меллен вурнаштарса шелезе хураща, утны чухневезем перберимбес шабынса кевеглараща. Пилеге пишихи жихаща, уншине сара жагаща, унын игиенне де терлі, е иге енлі тербе терлене кабр шагаща. Девушка по сравнению с девочкой одета уже в более сложный наряд. Голову ее венчает тухья, но вместе с тем платье ее просто, почти без вышивки. И это не от лени самой девушки, потому что именно молодые девушки несут огромную нагрузку в выполнении сложнейших чувашских вышивок. Скромность и даже невзрачность, но предельная опрятность
наряда девушки только подчеркивает красоту и обаяние юности. Этот вид наряда вполне объясним и с психологической точки зрения. К девушке, одетой чрезмерно богато и пышно, вряд ли запросто подойдет молодой парень с целью знакомства. Да если и подойдет, то скорее из меркантильных побуждений. Среди девушек практиковали специальные приемы ношения головных уборов. Так шаг девушки рассчитывался сообразно звону серебра. Практиковалось шествие нескольких девушек, которые, взявшись под руки, шли в такт звону серебряных монет. Возможно, что в XVII веке манисты не были так богаты и составлялись из кованых или имитировавших монетки полушки, пластины, кюптерме. Пиш балана, пиш балан, пиш балана, пиш балан. Sana biçmeler naret, koma kana çürümekte. Sana biçmeler naret, koma kana çürümekte. Çat çat tavan, çat tavan, çat çat tavan, çat tavan. Sana çatmalar naret, körükünü çetirte. Sana çatmalar naret, körükünü çetirte. Ангай квагала шыхаранье, ангай квагала шыхаранье, Пәрре уруе бенет, тебәре чәппи шухалат. Пәрре уруе бенет, тебәре чәппи шухалат. Андух табано сатама, андух табано сатама. Пәрре чуну кураланат, тебәре шорду пужанат. Пәрре чуну кураланат, тебәре шорду пужанат. Кайрек багала шыхаранье, кайрек багала шыхаранье. Пәрре урие бенде, тебәре чәппи шухаладзе. Пәрре урие бенде, тебәре чәппи шухаладзе. Тухры табана сатама, тухры табана сатама. Пәрре чуны хураланзе, тебәре шурадзе пужанзе. Пәрре чуны хураланзе, тебәре шурадзе пужанзе. Шиденне качызен туме шубырба шылавардандыны. Візене кебежіне дұғынны. Тіррезен вара тірлерен бұлны. Үзіндіран бекте, чырджунмайлы бекте бұлны. Аланаган качы тудырне, парне вырынне шурашны пике тірлене. Унын илемне, херань осталлықне, чунне юратныне гдартны. Она варах вғыт хуши хадырлене. Унда ништа да пір тәріс маршеве, шип кугыр магаре курынма бұлдарайман. Юлашке вғытрада чываш шипышне каллах курма бұлдарап бар. Халық түмен хале бір уявзенже пеге кашныгун шүреймес бір, анжақта уявзенже тұғынма тұржат бір. Шабақта онзыртран пирін умра, урамра, хитре тірлі чываш кебіне тұғынны пеге иртсе бұныне курсасын, бұрде оншине шаврын забығайшы. Нумайы жын хойынде шагынбек азамла хитре кебе тұғынас шуғышы вара шуралайды. Кувара чун пуянлықне пиріндада таврынныне тезек аласан да юрайт бол. Совет саманынче Шубашкарда пахадара шевле фабрикасен бірге пәдімтін жібек пәліна десен де юрайт. Шыне Шубашкарда Чехословакиярен вәді шыршазем илзегілні. Шевлере хуш пузем
тухязем візенжен қадірлене. Екатерина Ефремова Чуваш Республике пурыннава ғытра Чуваштарри тәнжібек сарылны. Онын алы жізембе шыржымырне шавырза илмеде булат пөля. Совет саманы арганны май пағадыра пирен телее ку енебе тымар тарылзақ кайманға. Хойзен осхагылне пуян чунебе іштенліхне ынамалала Мария Симакова, Татьяна Петрова, Татьяна Шаркова, Зинаида Воронова, Евгения Жачева, Александра Андреева, Сырова, Степанов, Тада Балтаевсем, Малалла, адалындараща. Шакилемлехеу прасах варастесе, тұржаган шамрыксем вали тебір худ чываштумен пуянлықле азаилсе мінле осталамаллыне де паллаштарсақ тымалла. Тень вараш кула десем де халық юрезені юрлаган юр ушканзем юрлама жүреген тустандышсем вали, уйрым юрысене савындарас тәлівбе, шынерен тумсем шалене чухне комалтавеш. Тень унчухне пурде шелеген кебе думан тіп шуғышы біргиде шуғышләш. Бара ебірде малашне халық тумен тәслехезембе торық пирен мон азат тезем, азаннезем кугажи кугамайзем мілле жүреме бұлдарныне аза елі бір, тада мухтанзадыры бір. Одежда молодого человека была проста. Она состояла из рубахи, обязательно украшенной вышивкой, удобные штаны, сапоги, а рубаха была подпоясана тканым или плетеным поясом. Сверху носилась богато вышитая одежда типа свободного халата, которую называли шубар. Парень, который сосватал свою нареченную, отличался от остальных тем, что его плечи украшал богато вышитый платок жениха, который ему вышивала его невеста. Она в эту вышивку вкладывала все свое умение, обретенное за многие годы постоянной работы со льном, с вышивальными нитками. Узоры отражали всю ее любовь к избраннику, пожелание счастья и добра. Узоры могли быть геометрическими, или изображали животных или растительный орнамент. Уже с давнего времени за пределами Чувашии были известны работы мастеров чувашской вышивки, которые, работая на фабриках Пагадера или Шевле, знакомили с великолепными образцами ручной чувашской вышивки. Во главе начала этой грандиозной работы стоял великолепный мастер Ефремова. Хотя в начале 90-х годов фабрики испытали огромные трудности, Пагадера возродилась и в наше время, найдя баланс между созданием вещей с чувашской вышивкой и выпуском форменной одежды для работников различных специальностей, продолжает свою работу. К тому же нашлись и энтузиасты, которые подняли чувашскую вышивку на новый уровень. Среди них нельзя не упомянуть таких мастеров, как Мария Симакова, Татьяна Петрова, Татьяна Шаркова, Зинаида Воронова, Евгения Жачева, Балтаевы и многие-многие другие мастера. Шагынбай ебер паянхе кыларма, вишлетпер, сирімбе малашниде тіл буласа жанса уйрылатпар. Пирен кыларма езір малашниде ағал жүхнехи бегех хонықны вғыт трайтлеме бұлдарадыр. Кукыларма хатырлегенесем Ираида Захарова, тада Ингрид Янс, сазы режиссера, Ерце Пыраганя, Ираида Захарова. На этом мы с вами прощаемся. До следующих встреч в эфире. Следующую передачу вы сможете послушать в привычное время. Передача подготовлена Ираидой Захаровой и звукорежиссером Ингрид Янс. Ведущая передачи Ираида Захарова.